Мы продолжаем представлять вам центры помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. И сегодня побываем в Тайбахойском центре. В этом году центру исполняется 80 лет. Главная задача, которая стоит перед коллективом Тайбахойского центра – социальная адаптация воспитанников и устройство их в семьи. По состоянию на сегодняшний день у нас воспитывается 21 воспитанника из 6 разных районов нашей республики. После окончания школы воспитанники, как и все дети, поступают в разные учебные заведения, и мы ведем работу с учебными заведениями, с воспитанниками, которые там обучаются. За последние 5 лет мы устроили в замещающей семье 30 детей. Из них кровные родственники взяли 9 детей и восстановление родительских прав родителей одного воспитанника. С замещающими семьями мы тоже постоянно контактируемся. 2 раза в год постоянно мы навещаем, посещаем вот эти семьи. В это время вот родители задают разные вопросы, и мы оказываем им педагогическую, психологическую, иногда юридическую помощь. Сопровождению приемных и опекунских семей в Тайбахойском центре уделяется большое внимание. Это одно из приоритетных направлений деятельности учреждения. По решению педсовета в 2016 году принято положение о создании школы приемных семей. И в этом году 3 специалистов проходили обучение школы приемных родителей в городе Якутске. И сейчас работает 4 работника: социальный педагог, психолог, юрист и медицинский работник. У нас занятия представляют собой психологический тренинг, позволяющий обеспечить продуктивное включение каждого участника через использование активных форм, методов обучения, такие как арт-терапия, мозговой штурм, психодрама, игры-энергизаторы, лексия, самодиагностика и индивидуальная работа. То есть в конце, после прохождения обучения, дается домашняя работа, то есть тестовое задание. Воспитанники центра получают все необходимое для своего развития. Ребята обучаются в общеобразовательной школе, где они окружены должным вниманием. Есть здесь своя библиотека. Дети имеют возможность читать интересующую их литературу. Бу жетигер библиотекарынан үлелебитим сүйбехетти сылыгар барда. Ол биремете элбегого манна итиллекелен аган хайдан ванда олохолар таксыбыттара урут ахара агаллара тоголар. Манна библиотека ах бөсүжүбүт оголар бары туакка олохко белемнех онна билилех болан үдді бүйерағады бітер біттере, орта специальный да бүйерағы бітеренен әлбағыға үлелі қамны хүджақ. Қолабыр ағаяқ, қолабыр әттәқ дауыдава сусанна ден оғы экономический институты бітерен, білеген ұлақан үләхіп болан Москваға Министерство экономики баран онны үлелі хүджақ. Онны манна әлбәқ оғача алыросаға үлелілер, инженердер, начальниктар, инчахонлук, элбах технический специальный бутоглар баллар, медиктер баллар, тутачылар баллар, чонлук ага олардака элбахтар. Онлук оглар. Мен оны туак программа оңрамын, туак проект оңыстамын кинеотерапия тугунан мероприятиялар оңрабыт. Колобур боллагана классик хуриятчылар, оғы хуриятчыларыгар, нюча daha кадам хуриятчы юбилейдерігар, театрализованный дағаны литературно музыкальный дағаны бешердерingen ütavut. Воспитателларingen бар кытталлар. Онна бу детдом үлехиттерине ме кытыннаран инсценировкаingen оңаттарабыт жашчыбыт. Бары манна кытталлар, кохонаагаллар, инген ыллылар, чабары оннук Тümsen oğullar bile hayınlarırga, onluk sığıllak, soruktaq, üleli hicabıt.
Всестороннее развитие детей – необходимое условие образовательного процесса, и все педагоги центра увлеченно передают свои знания воспитанникам. Здесь для этого есть все условия. Большую помощь Тайбэхойскому центру оказывает районный отдел опеки и попечительства. Каждое лето устраиваем такой летний праздник, называется Сайны Курсю, то есть встреча лета, где собираем наших приемных семей, опекунских детей и детей из Тайбэхойского центра, проводим праздники и награждаем, учреждаем премии для выпускников наших и проводятся различные конкурсы. У нас есть Тайбэхойский центр, у них есть такой интересный проект для девочек, именно которые воспитываются в Тайбэхойском центре, и для девочек, которые воспитываются в приемных и опекунских семьях, проводится конкурс красоты для девочек. Один из любимых воспитанницами кружков – «Сылык», в котором девочки под руководством Анастасии Ивановны Ивановой учатся шитью и рукоделию. Многие годы в центре работает Иван Степанович Иванов, руководитель музыкальной студии. Одна из старейших работниц центра – Федора Кирилловна Васильева. Она обучает детей фольклорному искусству. Побывав в Тайбэхойском центре, мы увидели дружный, сплоченный коллектив, который делает все для успешной социализации воспитанников. В Тайбэхойском центре мы познакомились с Николаем Павловичем Егоровым. Он работает воспитателем уже 13 лет. В семье 3 родных сыновей. 2 года назад Николай Павлович стал опекуном 14-летнего воспитанника центра Егора. Наш сын Егор, ученик 11 класса. Мы работали с женой в одном корпусе номер 3, как семья. И как раз к нам и приехал с Верхневилюйска Егор. Тогда ему было еще 14. Мы очень привязались к Егору, поэтому решили его собрать в семью. Тут мне хорошо. Когда я пришел в детдом, у меня с учебой было плохо. Имели 2-3 тройки. Потом они мне рассказали, как делать, что делать. Учили во время домашнего задания. Я трудился и стал хорошистом, до сих пор хорошист. Когда меня спросили, хочешь ли стать нашим семьей, я без думы сказал да, потому что я с ними уже привык, уже с ними жил в корпусе, хотел еще более хороших отношений, и поэтому пришел к ним в семье. Чему тебя учит Николай Павлович? По жизненным принципам, можно и так сказать. Что делать, как нужно себя вести при людях и так далее. Привычки нужно менять плохие. Жена Николая Павловича, Сахаяна Иннокентьевна, также работает воспитателем в Тайбэхойском центре. Почему вы решили взять Егора, тем более он подросток? Мы долго не думали, потому что у нас это наш старший сын, назвал его уже братом там. Все вместе жили в корпусе, в детском доме. Работа Николая Павловича и Сахаяны Иннокентьевны в Тайбэхойском центре, неравнодушное отношение к воспитанникам определили появление в их жизни Егора, и в планах у них стать приемной семьей. Меня там Саша, 11 класспын. 11-нен Ахатовет юрал барабын. На жарыграр тугум кыл, на стрельба. У Александра много грамот за различные достижения.
улаған урод кескілеген бар. Диплом. Нахнары итиге бар болтады. Бұл итиге бар. Это у нас Саша, ему 18 лет. Он наш выпускник, активист у нас, староста группы. Так как он выпускник наш, то у него сейчас мало времени, и поэтому уделяет большое внимание учебе. За всеми присматривает, наша правая рука. Александр активный, открытый, дружелюбный. Одно из его увлечений – занятия в кружке рукоделия «Сылык», где Саша учится шить и создавать украшения для национальных костюмов. У него спокойный и миролюбивый характер, при этом у юноши есть задатки лидера. Чувствуется, что к нему хорошо относятся и воспитатели, и дети. Являясь самым старшим, Саша всегда и во всем помогает окружающим, показывая пример младшим. Александр ведет здоровый образ жизни. В свободное от спортзала время он много читает, готовится к сдаче выпускных экзаменов и поступлению в вуз. Саше нужен наставник, тот, кто поможет ему в дальнейшей самостоятельной жизни. Меня зовут Алексей, мне 17 лет, учусь в 10 классе, занимаюсь спортом по вольной борьбе. После 10 класса собираюсь поступить на сварщика в техническом направлении. Это наш Алеша, ему 17 лет. Помимо учебы тоже занимается спортом, большое внимание уделяет спорту по вольной борьбе. Имеет тоже немалые достижения у него есть. Алеша нуждается в наставнике, человеке, который поддержит дружеским участием и советами в важных для юноши вопросах и поможет ему выбрать правильный путь в жизни.